Я вышла замуж за 3 дня, уехала в Сибирь за мужем, он был военный. И мы жили в общежитии военном. Естественно, родителей рядом нет, никого нет. Военный городок, я никого там не знаю, я решила приготовить плов. Муж, конечно, был ошарашен такой хозяйкой, женой. Но потом... Ну ты взяла чем-то другим. Я взяла. И в течение последующих 12 лет я все-таки доказала, что я умею готовить. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня один из секретных рецептов откроет нам певица, обладательница мягкого сопрано Айгуль Бариева. Очень приятно вас видеть. Спасибо, И как истинная мусульманка я пришла к вам не с пустыми руками. Потому что татары просто так в гости не ходят с пустыми руками. Так. Я принесла небольшой такой подарок. Решила сделать 2 приятных дела вам и заодно моему мужу. Он у меня фотограф-любитель. Да? Да. Угу. И как бы в последнее время вообще просто бредит фотографии. О каком секретном рецепте мы сегодня узнаем и самое главное попробуем. Я сегодня буду готовить свое коронное блюдо. Это талма. Талма? Да. Да. То бишь голубцы. Что для этого нам потребуется? Ну, конечно же, естественно, капуста. Капуста. Мясной фарш. Так. Рис. Так. Морковь. Лук. Специи. И хорошее настроение. Его у нас в избытке. Айгуль Бариева – популярная татарская певица, победительница первого конкурса красоты «Ничкабиль» в номинации «Матур Ничкабиль». Выпускница художественно-педагогического факультета Казанского государственного института культуры и искусств. Айгуль – дипломант конкурса «Студенческая весна-91». В качестве солистки фольклорного ансамбля «Сарнай» успешно гастролировала в Финляндии, Турции, Австрии, Германии, Швейцарии. Лауреат Международного фестиваля хоровых коллективов в Риме 1997 года. Лауреат 2-го Международного телевизионного фестиваля татарской песни «Жиды Йылдыз» 2007. Начнем с того, что сначала поставим кипятить воду. Хорошо. Это нам понадобится для того, чтобы отваривать листья капусты. И параллельно мы начинаем делать соус. Я думаю, вы мне поможете. Нужно будет натереть морковку. А я режу лук. Самое, кстати, трудное дело. Кто тебя учил готовить? В детстве всегда кто-нибудь кого-нибудь учил готовить. На самом деле, мне очень повезло. У меня и бабушка, и мама очень хорошо готовили. Поэтому, как бы, специально меня никто, конечно, этому не обучал. Но я, как бы, всегда видела, как это делается, наблюдала. Я очень рано осталась без родителей, и поэтому, когда вышла замуж, мне пришлось обучаться этому самостоятельно. Да ты что? Как говорится, жизнь заставила. Ну, я брала книжку. Самое главное что? Самое главное – это желание и любовь. Если будешь делать все с любовью и желанием, то все получится. Но мой первый опыт был плачевный. Я вышла замуж за 3 дня, уехала в Сибирь за мужем, он был военный. И мы жили в общежитии военном. Естественно, родителей рядом нет, никого нет. Военный городок, я никого там не знаю. Я решила приготовить плов. Ну, я думала же, что все знаю. Конечно. Что там плов-то? Конечно, что там делать? Что его делать-то? Взяла рис. И думаю, что чем больше, тем лучше. Ну, мясо, естественно, я сначала пожарила. Само Все собой. как положено, да. Потом бухнула этого риса, залила все водой. Ну, все, и поставила, думаю, все отлично. Должно получиться. Должно получиться. Конечно. Главное, с любовью. Конечно. И главное, что ведь скоро муж придет. Надо побыстрее сделать. Да. Ну, что вы думаете? Открываю ее крышку через полчаса. Смотрю, почему-то рис у меня, ну, как бы, все. Ну, какой ты странный. Твердый, твердый почему-то. Очень на цемент похож. Конечно, понимаю. Что-то приблизительно, да, такое. И какая-то жидкость, знаете, типа, когда вот обои клеишь, Да. делаешь такой клейстер. Клейтер такой обойный. Вот такая жидкость образовалась, я думаю, Пришел что муж, и такое? ты сказала: дорогой, я хочу Нет, поклеить самое обои. интересное, что мясо вообще не видно. Видно Да? только рис сплошной.
И я думаю, ну что же делать? Добавила еще воды, закрыла крышкой. Опять жду. Жду, открываю. Ну, естественно, в общем, я приготовила неправильно. Плохо там был. Риса было немерено. В результате рис все равно наполовину сварился, наполовину нет. Муж, конечно, был ошарашен такой хозяйкой, женой. Но потом... Ну ты взяла чем-то другим. Я взяла. И в течение последующих 12 лет я все-таки доказала, что я умею готовить. Капусту, конечно, желательно брать молодую, раннюю. Да? Да. От нее легче, Избавиться. да, от листиков. Нужно подсолнечное масло. Подсолнечное? Вы, как хозяин кухни, должны мне его дать. Конечно. Вот такая есть масленочка у нас. Ну, вот вы взяли в руки, тогда налейте, пожалуйста. Конечно. Вот так, да? Так, ну пока вы трете, Да-да. вы знаете, у меня муж делает это быстрее в 2 раза. Ну, да. Кстати, у вас томатная паста есть? Томатная? Да. Очень мало. Ну, нам не нужно много, 2 ложки достаточно будет. 2 ложки. Так, вода у нас закипела. Очень Это хорошо, хорошо. отлично. Нужно немножко подсолить. Хорошо. Понятно. Главное не пересолить. Мы сейчас будем отваривать листья. Вот первый листик у нас уже готов. Да. Видите, да? Да-да. То есть всего 2-3 минутки мы держим, недолго. Вы следите, ладно, за листиками? Да, хорошо. Их помешивать не надо? Да ничего? нет. Просто нужно вовремя вынимать. А с чего началась певческая карьера? С того, что я родилась. Так, и закричала. Потому что как в этот бы момент. я родилась в такой творческой, артистической семье. Папа у меня был заслуженным артистом Татарстана, актером драматического театра имени Камала. Мама тоже пела, ну, правда, не профессионально, но ее родители не пустили, скажем так, на профессиональную сцену. Да, Как это знакомо? да. И, кстати, мои родители не хотели, тоже категорически были против, чтобы я была певицей или артисткой. Но так как я выросла за сценой, я как бы уже с рождения, да, папа нас везде с собой возил с мамой, на все гастроли, все премьеры посещали, все театральные. И чувствовала себя там как рыба. Ну, в как воде. рыба в воде, совершенно верно. То есть сцена для меня это было, ну, все равно, что там. Дом Обычно родной. дома, да, дом родной. Поэтому выбор как бы я сделала однозначный. Институт культуры. Какая самая первая и любимая песня у тебя была в детстве? Вообще, надо сказать, что научил меня петь папа. Все-таки. Все-таки, да. Мама тоже, но папа как бы играл на гитаре, мама играла на пианино. Все у нас была очень музыкальная семья, когда собирались гости. Естественно, было не скучно. Я понимаю. И меня ставили на стул, как обычно ставят детей. И папа брал Ты гитару. делала так? Да. Я должна была обязательно что-нибудь спеть. Так. Песни были совершенно различные, на татарском и на русском языке. Здорово. Да, но почему-то вот сейчас, именно сейчас, в данный момент мне вспомнилась песня, которую я всегда с большим удовольствием пела с папой под гитару. Я мечтала о морях и кораллах, я мечтала суп поесть черепаший. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. Ча-ча-ча! Это еще не сварился. Да? Так, пока он варится, А как давайте... ты определяешь, вот когда он сварился или нет? Ну, на глаз. Вы знаете, я столько На уже глаз? переделала. Мы смешиваем наш Тебе повезло с фарш глазами. с рисом. Так. И, кстати, хочу сказать, что рис надо взять круглозерный, Ага. не длиннозерный. Лучше, конечно же. Почему? Ну, можно и тот. Чем? Ну, не знаю, мне так больше нравится. Талма, по утверждениям ряда источников, происходит от тюркского слова «долмак» – «заполнять». Талму делают во всех странах на территории от Балкан до Ирана. И в каждой стране есть свои особенности приготовления этого блюда. В качестве внешней оболочки, как правило, могут быть использованы различные овощи – капуста, перцы, томаты, баклажаны или листья винограда, инжира, айвы. Оболочка создает форму, внешний вид талмы и придает ей особый привкус.
В качестве начинки можно использовать мясной или овощной фарш с добавлением риса, ароматных пищевых трав и специй. Как дальше развивалась твоя карьера? Я не карьеристка, скажем так. Ну, я успешно выучилась. Тогда, к сожалению, когда я поступала, не было вокального отделения, было только дирижерско-хоровое, поэтому я по специальности дирижер-хоровик. Да, закончила художественно-педагогический факультет, и в моем дипломе написано 3 специализации. Я могу работать педагогом по музыке, Так. дирижером Так. и солистка-вокалистка. Здорово. Поэтому я работаю по профессии. Сейчас это так редко Да. встретить человека, который работает по профессии. Да-да-да. Вот я авиационный инженер. Серьезно? Занимаюсь бог его знает чем. Вы молодцы, Да. умничка, очень хорошо получается. Вот пока вы выкладываете, я добавляю в наш соус будущий, томатную пасту. Так. Даю И вам следующий новую листик. закладочку. Хорошо. Закончила я институт. После этого, естественно, стал вопрос о выборе работы. Но так как мои родители были категорически против того, чтобы я профессионально занималась пением, я, естественно, пошла преподавать в школу. Понятно. Но параллельно все-таки пела. Потому что этого у меня не отнять. Так как я воспитывалась в мусульманской семье, и для нас как бы всегда был приоритетом то, что женщина в первую очередь должна выйти замуж. Вот Профессия – это не главное. Главное – обрести семью, детей, мужа. Вот если твой муж, как говорила моя мама, будет не против заниматься твоим пением, пожалуйста, делай, что хочешь. Я благодарна своим родителям. И все, что случилось в моей жизни, наверное, так и должно было случиться. И благодаря родителям все это случилось. Я все-таки обрела семью сначала, надежного, любящего мужа, родила подряд 2 детей, но параллельно все-таки продолжала петь. Вот это ты молодец. Вот, в 96 году выпустила свою первую аудиокассету, очень скоро вышла замуж и уехала в Сибирь. Я совершенно не думала, что так получится. Но вот приехал человек, увидел, на второй же день предложил замуж. Вот эта искра, да? Вот это Да. промелькнул так. Ну, выходишь замуж, когда встречаешь человека, там, и думаешь, что все, любовь с первого взгляда. Да. Там же как бы не думаешь о том уже, куда ты поедешь, зачем ты поедешь, как ты там будешь жить, в каких условиях. Видишь только вот его, и все. Вот. Пока мы разговариваем, надо не забыть о том, что мы еще должны готовить. Значит, все, что мы вот здесь вот пожарили, мы сейчас кладем вот в эту кастрюльку. Так. Так. Дальше. Это мы ставим пока вариться. Варится. Посмотри, пожалуйста, листик готов или еще нет? Готов, можно Готов? вынимать. Так вот, мы Да. поехали через Сибирь. Москву на поезде. Ну, в Москве пока погуляли 3 дня. И после этого садимся на самолет и летим в Красноярск, то бишь в Сибирь. Я думаю, Красноярск, все, прилетели. 4 часа лету. Думаю, все, прилетели наконец-то. А нет. Нет? Нет. Мы садимся в автобус и едем 8 часов Господи боже по мой. степи. И едем, и едем, и едем, и едем. Ни одного деревца, ни одного здания. И только тогда я поняла, что я совершила. И, в общем, мы жили в городе Енисейск. Есть такой город. Очень древний город, кстати. Жили в военном городке. Но надо сказать, что вот мы там прожили всего лишь год. Потому что потом уже закончился контракт, мы вернулись, слава богу, в Казань. Но вот этот год, который мы там прожили, оставил мне самые теплые, самые приятные воспоминания. Я дала там 2 сольных концерта, один на русском языке, один на татарском. Замечательно. Да. На русском языке я концерт уже давала, будучи беременной, уже перед отъездом. И даже сам мэр города просил остаться. Мы, говорит, вам все дадим, и квартиру, и машину, только оставайтесь. Так, берем готовые листики и начинаем заворачивать. Мы их заворачиваем. Так. А, вот такой вот как бы... Конвертик. Да, конвертик такой, ага. Да. Дальше. Сейчас нам понадобится сковородка и яйца. Ты выступала на аудиенции у Папы Римского. Скажи, Да. как это произошло и как тебе, папа? Посчастливилось мне побывать в Риме. Для чего нам нужна сковородка, кстати? Вот немногие это делают, наши глупцы. Обвалять.
и пожарить сначала, прежде чем варить. Ах, вот так вот Да, все-таки, да? вот весь секрет в чем. Так. Я пела в хоре Хыял. Хиял. Да, тут есть такой хор при педагогическом университете, при МУСФАКе. Ага. И мне посчастливилось с этим хором съездить в Италию. Здорово. Да, мы ездили на хоровой фестиваль международный, и вот там как раз-таки мы были на аудиенции Папы Римского. И нам посчастливилось нашему коллективу спеть для него. Мы прямо встали в этом зале и спели песню на татарском языке. Вот так вот мы Обваливаем. наши Ага. рубцы и жарим. Здорово. Как папа отнесся к вашему творчеству? Бог его знает, как он отнесся. Наверное, было интересно. Бог его теперь Но все аплодировали, весь зал. Беру? Да, вот берите прям сколько вам нравится. Я боюсь, места не хватит тогда. Вот видите, какие красавцы. Да. О, действительно, чудо. Так, с другой стороны тоже обжариваем. Вот ты много гастролировала. Как тебе встречалось где-нибудь люди, которые готовят хорошо татарскую кухню? А может быть, и сама кого-то угощала? Вы знаете, вообще татары на самом деле живут везде. Везде, где мы не ездили, везде хоть один, хоть два татарина найдется. Честное слово. И везде у них диаспора есть, они очень дружат между собой. Поэтому, естественно, они очень соблюдают все традиции и готовят, и все наши блюда знают, как готовить. Ну, по крайней мере, там, где мы были, Там все это там все это есть. есть. Что мы делаем дальше? Нам еще Продолжаем остался разговор. один листик завернуть. Да, и у вот меня видите, как раз как кусочек мяса. глаз алмаз. Да. Мы все рассчитали правильно. И пока у нас последний листик варится, Так. мы уже поджарившие голубцы. Наконец-то последний этап. Обжарившиеся. Мы Так. их уже обжарившие, да. Ага. Кладем Нашу в кастрюльку. кастрюльку. Это уже последний этап. Покладываем. Ой, какие красивые. Да. Даже в том виде, в котором они сейчас есть, они уже Они представляют уже собой красивые, да? совершенно соблазнительное блюдо. И вот теперь мы уже все это заливаем нашим соусом. Ну, можно что-то подержать. Айгуль, ты была участницей конкурса «Ничкабиль». Скажи нам, пожалуйста, как это случилось и какое место ты там заняла? Тогда это был первый самый год, когда проводился этот конкурс женской красоты на Ничкабиль. И тогда никто не знал, что это за конкурс, что там будет, что придется делать женщинам. И вот когда пошла первая реклама, мой муж Ленар говорит: ты обязательно должна там участвовать. Я говорю: Ленар, слушай, я говорю, я уже столько уже пою, на сцене нахожусь постоянно, то есть мне это не нужно. Поешь, что ты, говорит, поешь, но ты здесь ведь будешь не как певица участвовать, Как мама? а как мама, как просто женщина. И тебе обязательно нужно там участвовать. И удачно пройдя все туры, все этапы, я прошла финал. С нами занимались, было очень интересно. На самом деле это какая-то была новая эпоха, скажем так, что ли, какое-то новое, ну, что-то новое в моей жизни, потому что действительно здесь занимались с нами профессионалы, и уже я себя раскрывала совершенно с другой стороны, как женщина, как себя красиво подать, как даже ту же самую походку нам ставили. Я выиграла номинации «Мотор Ничкабиль», и приз у меня был очень даже необычный. Перед самым конкурсом, перед самым финалом нам раздали анкетки, и тогда еще тоже мы не совсем были наслышаны, и там было на анкетках написано «Женское счастье». И было написано Ваши мечты, «Ваши мечты». да, ваши, что бы вы очень хотели, чтобы исполнилось в вашей жизни. И я написала честно-причестно. У меня тогда была одна мечта – это выпустить диск, записать свой первый клип. Все, понял. То есть чисто все мечты были только о творчестве. И вот наступает финал, объявляет, что я стала победительницей «Мотор Ничкабиль». И выходит
и приз, мне вручают приз. Я, оказывается, победила и стала участницей передачи «Женское счастье», где исполняются все мечты. На самом деле, это было что-то незабываемое, потому что не только исполнялись мои мечты, но еще когда все это снималось, когда все это еще показывалось на публику, естественно, для любого публичного человека, который хочет себя раскрутить на первом этапе, естественно, это большой плюс. И мало того, еще исполнилось помимо того, что они воплотили в жизнь все мои творческие мечты, выпустили мой первый альбом CD, сняли великолепный клип, потом исполнили мою мечту, так как я вышла замуж, как рассказывала ранее, за 3 дня, то свадьбы у нас не было. Да? Да, и свадебное платье мне не удалось одеть, но каждая девушка, вы уж, наверное, знаете, каждая маленькая девочка даже уже с детства мечтает одеть свадебное платье, и они даже устроили для нас вот такой сюрприз. Вообще, в принципе, как бы женщине-то для такого истинного счастья как раз немного надо, да? И поэтому я всем и телезрителям желаю, и вам, чтобы всегда рядом с вами был человек, который вас любит, который вас всегда ждет, который вас понимает и воспринимает таким, какой вы есть. Спасибо. Вот рецепт женского счастья от Айгуль Бариевой. И для которого всегда хотелось бы готовить вот такие замечательные блюда. Пока готовится. Пока наша толма да. доходит, скажем так. Мы уж эстетично украсим. так украсим. Все-таки, знаете, очень тоже играет, кстати, роль, как ты украсишь стол. Конечно. Потому что сначала мы все-таки смотрим на блюдо, а потом его пробуем. Ну что, мы подошли к самому ответственному моменту. Начинаем выкладывать. Вы держите, Трам-пам-пам-пам. а я буду выкладывать. Жалко все-таки, что телевидение не передает запах, да? Да. Зрители ее не чувствуют. О. Вот наши красавцы. Красавцы, да. Вот это мы все вот так вот заливаем. Поливаем, да? Да. Угу. Красиво так. Толму обязательно нужно есть со сметаной. Со сметаной? Да. Ой, какая красота. Сметанка. Ну что, приятного аппетита. Спасибо. Очень вкусно. Очень вкусно. Никогда ничего вкуснее не ел. Взять рыхлый качан капусты, чтобы листья легко отделялись друг от друга. Твердые части крупных листьев срезать. Отваривать по одному в подсоленной воде по 2-3 минуты. К мясному фаршу добавить промытый рис, посолить, поперчить и все перемешать. На капустный лист выложить немного фарша, завернуть конвертиком. Приготовить соус. Обжарить на масле мелко нарезанный лук и чеснок. Добавить натертую на крупной терке морковь, томатную пасту, полстакана воды, соль, специи по вкусу. Соус довести до кипения и потушить. Каждую толму обвалять в яйце и обжарить на масле до золотистого цвета. Сложить все в кастрюлю и полить сверху соусом из овощей. Накрыть крышкой и тушить на медленном огне примерно 45 минут. Подавать со сметаной. Ну что ж, а мне только остается напомнить, что сегодня один из секретных рецептов татарской кухни открывала для нас замечательная певица и наша первая матур Ничкабиль Айгуль Бариева. Спасибо большое. Спасибо.